События в Чечне также стали событием недели. Чеченская оппозиция в Москве практически заявила о низложении Джохара Дудаева. Аркадий Дубнов сообщал 2 августа. Спусковой крючок новой чеченской революции оказался на этот раз нажатым в Москве. И не только формально, учитывая, что объявивший себя главой Временного совета Чеченской Республики Умар Автурханов, сообщивший о смещении генерала Дудаева, находится сейчас в Москве. Дело в том, что на удивление быстро отреагировала на события в Чечне российская политическая элита. Российский премьер Виктор Черномырдин заявил, что Россия подошла к такому этапу развития отношений с Чечней, когда она будет принимать конкретные решения, хотя они и не подразумевают силового решения, добавил он. В том же духе высказался и председатель Комитета по безопасности Государственной Думы Виктор Илюхин. Если Россия считает режим Дудаева неконституционным, то необходимо поддерживать контакты с чеченской оппозицией, сказал сегодня Виктор Илюхин. Похоже, обнародованный чеченской оппозицией декрет о власти не явился для Москвы неожиданным. Это подтвердил и член Временного совета Чеченской Республики Бодруддин Джамалханов, с которым я встретился в Москве. Штаб-квартира Временного совета находится в одном из номеров гостиницы «Пекин» и, на удивление, легко доступна. На входе не видно ни вооруженных охранников, ни обилия людей. Только блондинка, дежурная по этажу, сидит за столом у входа в номер. Она не обратила на меня никакого внимания, когда я постучался, как оказалось, в открытую дверь, где заседает штаб новой чеченской революции. Ее лидера Умара Автурханова там не было. Меня встретили двое. Уже упоминавшийся Бодруддин Джамалханов и сотрудник по работе с прессой. Никакого ажиотажа, непрерывного потока оперативных сводок из Чечни не наблюдалось. Судя по словам Джамалханова, Временный совет не собирается брать власть в Чечне уже завтра. Сначала Совет дождется признания своей легитимности со стороны российских властей. И только затем начнется работа в Чечне по переходу целых районов под юрисдикцию Временного совета. Народ уже готов, чтобы подняться против криминального режима Дудаева, сказал мне Джамалханов. Любопытно, что официальный Грозный в свою очередь называет группу Автурханова преступной и его самого врагом народа. Министр печати и информации Чечни Мавлади Удугов в телефонном разговоре со мной подчеркнул, что наличие среди соратников Автурханова бывшего союзника генерала Дудаева Руслана Лобазанова, оказавшего вооруженное сопротивление органам чеченской безопасности, доказывает преступный характер оппозиции. Джамалханов же ответил, что Лобазанов с оппозицией не по политическим соображениям, а чтобы мстить Дудаеву. А враги наших врагов – наши друзья, заметил Джамалханов. Не боится ли оппозиция гражданской войны в Чечне и возможных новых жертв? По сравнению с уже 2000 трупов в Чечне в период правления Дудаева, отвечает Джамалханов, то, что может произойти, это мизер. Мы рассчитываем только на свои силы, добавляет он и продолжает. Временный совет категорически против ввода войск на территории Чеченской Республики. Еще не хватало, чтобы о нас говорили, что мы сидим на русских штыках. Мы этого совершенно не хотим. У нас достаточно сил и возможностей для того, чтобы убрать этот ненавистный режим. Мы не собираемся убивать этого Дудаева, Яндарбиева, его приспешника Гилисхана и других. Их будет судить народ. Говорил член Временного совета Чеченской Республики Бодруддин Джамалханов. Аркадий Дубнов, Радио Свобода, Москва. В тот же день мы имели возможность выслушать и противоположную сторону. Илья Балаханова прислала вот такое сообщение. Никаких заявлений я лично не собираюсь делать на плод больного воображения надуманных идиотов. Версия существует, что те террористические акты, которые имели место на Северном Кавказе, имеют под собой политические основания. Как вы можете это прокомментировать? Я открыто заявляю, что мы были готовы, предлагали всем спецслужбам России провести совместное расследование по первому факту сразу и пресечь дальнейшее возможное развитие событий в этом сценарии. И настоятельно рекомендовали не разглашать весь сценарий, поскольку это станет достоянием всех остальных уголовников. И третий теракт, и второй теракт. С помощью наших спецслужб в обеих случаях были задержаны, арестованы и переданы российским властям как уголовники, так и деньги. Это однозначно говорит, и у нас есть непровержимые доказательства того, что все это планируется в кабинетах ФСК. И заявление директора ФСК Степашина о том, что есть в Чечне варианты, которые мы проводим, не оглашая какие, вот это и есть как раз те варианты, которые нам навязывают. А насколько обоснованы разговоры о том, что вы намерены прибыть в Москву? Мне предложили, в связи вот с тем, что вот такая идет ложь, десятки корреспондентов и общественно-политических лидеров, в том числе России и со всего мира, побывали здесь на месте и не один день. Они предложили мне прибыть в Москву и там или на пресс-конференции, или на встрече с руководителями ведущих партий, общественно-политических движений,
на уровне народной дипломатии выяснить отношения. Принципиальное согласие я дал, но единственный механизм реализации, как отнесутся к этому официальной власти в России, вот этот вопрос они должны решить уже на уровне правительства России. Как вы считаете, поддержка оппозиции вам со стороны некоторых политиков в Москве, чем это можно объяснить? Где оппозиция? Что такое оппозиция? Ну, я имею в виду Лобазанова, Автурханова. Ну, Лобазанов, Автурханов, это же уголовный элемент, дорогие вы мои, совершивший тягчайшие преступления на территории России. Лобазанов, приговоренный к смертной казни и выпущенный из тюрьмы, и совершивший здесь тягчайшие преступления на этой территории. Ну, если Лобазанов, Автурханов, Хасбулатов, Завгаев и еже с ними в одной компании, ну, понятно, что это за оппозиция и какие у них намерения. Господин Дудаев, но тем не менее мне известно, что Лобазанов некогда как бы входил и был членом вашей команды. Я никогда не имел дела с уголовниками, могу вас заверить. Презирал и опуститься до уровня уголовного элемента не собираюсь. Генералы своих привычек в 50 лет не меняют. Скажите, пожалуйста, как по-вашему, как может развиваться ситуация в Чечне? В Чечне идет созидательный процесс, идет экономическая программа, и растет производство, рожают детей, улыбаются, и на всю порнуху, извините за выражение, из средств массовой информации России смотрят все саркастически, с улыбкой, и в то же время полностью отторгаются от России. Это было интервью Джохара Дудаева, данное нашему корреспонденту Иле Балахановой.